эфире новости и главные события к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о социально-экономическом развитии Дальнего Востока до 2024 года. Выплаты по 5000 рублей начали поступать на счета выпускников 11 классов Якутии. Пока в столице стоит знойная жара, в селе Походск Нижнеколымского района сегодня выпал снег. Владимир Путин подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года. Согласно документу, правительству страны поручено обеспечить превышение среднероссийских темпов роста качества жизни населения. Оно должно произойти по нескольким направлениям. Продолжительность жизни увеличить не менее чем на 5 лет. Снизить смертность населения трудноспособного возраста не менее чем на 35%. Увеличить годовой объем жилищного строительства в 1,6 раза. Повысить должны и темпы роста экономики. Это планируется сделать за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей. Развитие, в том числе за счет увеличения объема накопленных инвестиций до 800 миллиардов рублей. Создание не менее 200 предприятий на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Арсений Николаев возглавил рабочую группу Государственного совета России по вопросам развития Дальнего Востока. Отметим, что Президиум Госсовета по вопросам развития макрорегиона занимается реализацией программы до 2025 и 2035 годов. Она разработана по поручению президента Владимира Путина по итогам 4-го Восточного экономического форума. Больше всех предложений на сайт dv2025.rf из субъектов, входящих в состав ДФО, внесли жители Якутии. Также предложения внесены от региональных и федеральных органов государственной власти, общественных организаций и экспертного сообщества. Выплаты в размере 5000 рублей, инициированные главой Арсеном Николаевым, начали поступать на счета выпускников 11 классов Якутии или же их родителей. Региональная Миноборнауки отмечает, что для получения необходимо было написать заявление на имя директора образовательного учреждения, где обучался выпускник. Единовременные выплаты поступят в зависимости от того, когда было подано заявление. Всего ее получат около 8000 выпускников школы Якутии. На днях я, как все остальные выпускники школ республики, получила единовременную выплату в размере 5000 рублей. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Арсену Сергеевичу Николаеву и правительству Республики Саха-Якутия. Несомненно, в этот непростой период данные средства станут для нас хорошим подспорьем. Желаю вам плодотворной работы во благо нашей родной республики, а всем выпускникам успешной сдачи экзаменов и поступления в желаемые учебные заведения. Арсений Николаев обратился к якутянам. На этот раз темой обращения стало голосование по поправкам в Конституцию России. Глава отметил, что многие не осознают всей важности, необходимости поправок. Находят в тексте иной смысл, запутываются сами и запутывают других. Поэтому Арсений Николаев напомнил об истории принятия первой редакции главного документа страны. В каких условиях он принимался, что изменилось с тех пор и почему не получится продолжать строить государственность по старым канонам. Далеко не все еще осознают, что это действительно исторический момент, важный для страны и для каждого из нас. Все мы помним, в каких условиях принималась Конституция в далеком уже 1993 году. Россия тогда переживала страшное для простых людей время. Страну раздирали политические страсти, во многом под иностранным влиянием, под влиянием западных специалистов. Шел передел государственной собственности, национального богатства. И делалось это далеко не в пользу народа, который в это время в буквальном смысле голодал, выстаивал многочисленные многочасовые очереди, чтобы отоварить талоны на продукты, на мыло или стиральный порошок. Тысячи предприятий закрывались. Люди, оставшись без работы, теряли всяческую надежду на нормальную жизнь. Кто сейчас уже скажет, сколько судеб тогда оказалось сломанными, сколько россиян потеряло здоровье, а в конечном счете и жизнь. Не так много времени прошло, чтобы мы забыли обо всем этом. За прошедшие годы все кардинально поменялось. Изменился мир, совершенно другой стала наша страна. Россия сегодня по-настоящему независимая, сильная держава.
И сейчас наше государство может гарантировать каждому своему гражданину достойную жизнь. Может закрепить такие гарантии в Конституции, взяв на себя обязательства самого высшего порядка. Именно в этом суть поправок. Они продиктованы самой жизнью и ожиданиями десятков миллионов людей. За 2 дня с начала голосования по поправкам к Конституции в Якутии свой гражданский долг исполнили почти 84 тысячи человек. Из них в Якутске 10,5 тысяч горожан, из которых 7,5 тысяч проголосовали непосредственно на участках. Для их работы привлекли 700 наблюдателей, которых собрала Общественная палата города. Нарушений во время проведения досрочного голосования не зафиксировано, жалоб на организацию не поступало. Ход и важность голосования нашему телеканалу прокомментировала депутат Госдумы Галина Данчикова. Я хочу остановиться на нескольких важных поправках, которые сегодня внесены в действующую Конституцию. Конечно, это вопросы, связанные со здравоохранением. Поправки в 71-ю статью закрепляют единые правовые основы системы здравоохранения, чего ранее не было в Конституции. Это очень важно для каждого россиянина, для каждого жителя нашей республики. Закрепляется право на доступную, качественную помощь. Это 2 самых важных требования. Мало просто оказать помощь, она должна быть качественной и доступной, самое главное, территориально доступной. Это повысит ответственность органов власти всех уровней. Важно в поправках, которые сегодня вынесены на всенародное голосование, это, конечно, приоритет государственной политики России – это дети. Все, что мы с вами сегодня делаем, это делаем во благо наших детей, семьи нашего будущего. И в наших с вами силах сделать его надежным, комфортным для будущих поколений. К другим новостям. Мостовой переход через Вилюй будет построен выше по течению реки. Об этом стало известно на рабочем совещании с участием руководства Управдор Вилюй, главы Верхневилюйского района и представителей проектных организаций. По итогам собрания было определено, что сооружение пересечет реку в 4 километрах от створа существующей переправы. Сам объект включает в себя основной мост длиной 1500 метров и второй мост через приток Вилюя длиной 80 метров. Окончательная схема разбивки моста на пролеты и геометрия пролетного строения будут определены после получения результатов геологических и гидрологических изысканий. Напомним, что мост через реку Вилюй станет одним из самых крупных мостовых переходов в Якутии и обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой. Закончили первый этап изысканий. Изыскания провели в март-апрель, май месяце. У нас предварительно протяженность мостового перехода составляет 21 километр. Рассматривали 3 варианта прохождения трассы. Из них выбрали обход села Верхневилюйск. Мост будет находиться выше села Верхневилюйск, ниже села Хорово. У многих переболевших коронавирусной инфекцией, особенно тех, кто имеет хронические заболевания, вирус оставил значительный отпечаток на здоровье. Наши коллеги пообщались с бывшими пациентами и узнали, какие последствия бывают от COVID-19. В больнице у меня взяли анализы. Не все, конечно, потому что мне было очень плохо. На 39,5 температура я домой пришла. Еще неделю назад она с тяжелым дыханием лежала на больничной койке инфекционки. Теперь стоит перед телекамерой. На лице стильные очки и мейкап, но руки при этом в резиновых перчатках. Нине Лелик больше 70 лет. От высокой температуры раньше никогда не страдала. А тут пневмония. Диагноз ковид, к счастью, не подтвердился. Николаю Анфалову повезло меньше. С Талаканского месторождения мужчину с положительным анализом на новый коронавирус госпитализировали в обсерватории Витима. После в Мирнинскую больницу. Там ковидную пневмонию и обнаружили. Об этом он рассказывает в своем благодарственном письме врачам. Благодаря медицинскому персоналу мое состояние здоровья улучшилось. Я выписался с выздоровлением на дальнейшее реабилитационное лечение по месту жительства в городе Пермь. 26 мая я поступил в Мирнинскую центральную районную больницу с диагнозом ковид. Привезли меня, как говорится, еле тепленького. Состояние было тяжелое, поражение по 70% каждого легкого. Практически вытащили с того света.
А это воспоминания еще одного пациента Мирнинской больницы. Большинство тех, кого, по их словам, вытащили с того света, то есть вылечили от ковида, предпочитают остаться инкогнито. Они не позволяют журналистам называть их имена, показывать фото, чего уж говорить об интервью. Видимо, даже после выздоровления они боятся, что общество отвернется от них, узнав об этом. Будто между больным и преступником можно поставить знак «равно». Преступником, к слову, по праву становится тот, кто заразит новой инфекцией окружающих. Сумма штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции в период пандемии, достигла почти $1 миллиарда рублей. Такие данные приводит в своем докладе правозащитная группа «Агора». С апреля правоохранители возбудили 20 уголовных дел, 5 из которых за побег из больницы. В нее, к слову, не так давно попал и настоятель Андреевского мужского монастыря. У игумена подозревали ковид. Подтвердилась вирусная пневмония. Беспечность мирнинца, который, несмотря на плохое самочувствие, продолжал ходить в святыню, до сих пор вспоминают. Сейчас вот смотрел в глаза человека, который всех нас заразил. А заразил, говорю, он по глупости, насмотревшись сумасшедших роликов в Ютубе, что ковид – это чья-то придумка и не несет в себе эту угрозу. И вот пройдя, он сам переболел тяжелой формой пневмонии, да, он сейчас, бедный, глаза в землю прячет и прячется от всех, потому что стыдно. Меж тем, по состоянию на 26 июня диагноз ковид поставили 146 жителям Мирнинского района. И с каждым днем число заболевших только растет. Если у кого-то температура поднимается, то идите сразу к врачу, потому что, может быть, человек разносчик болезни. Сейчас вирус ходит, поэтому, говорят, нельзя дома лечиться своими методами. Кристина Каширина, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Культурно-просветительский центр откроют для жителей Алдана. Воплотил его в жизнь местный приход, а осветил епископ Якутский Еленский. Руслан Павлов подробнее о том, какая задача возложена на центр. В условиях пандемии и повышенных мер безопасности все мы испытываем дефицит эмоций и положительных ощущений. Однако любые нововведения придают нам сил и общности в достижении отличных результатов. Здесь будет активная вся молодежь заниматься и военно-патриотическим воспитанием, и цифровой, и журналистикой. И надеюсь, что это дополнительно педагоги будут наши, алданские, понимаете, они и там учат, и здесь будут учить. А наши учителя учат только доброму, родители будут здесь. И, отличный объект, который, правда, с задержкой, но все равно мы его вели, и сегодня радостное событие на территории. Алданское благочиние активно внедряет различные проекты в Алданском районе. В зоне особого внимания – подрастающее поколение. Поэтому для более успешной и продуктивной работы необходимо было возведение многофункционального центра, который смог бы в себя включить всевозможные направления и которые были бы полезны для людей разного социального достатка и возраста. Он очень значительный, потому что он особенно будет воспитывать и формировать детей и молодежь. Но от этого, что вложим до этих детей, воспитание и духовный вклад, оно потом вернется и для семей, и для церкви, и для страны. Многофункциональный центр осветил епископ Якутский Еленский Роман, который специально приехал по данному случаю. Он выразил уверенность, что центр станет еще одним оплотом единства алданского населения. У церкви достаточно богатый опыт в разных областях, и просветительской, и социальной, и духовно-попечительской, и душевно-попечительской. Все это будет возможно и уже реализуется в храме и в новом духовно-просветительском центре, который носит имя великого подвижника церкви русской митрополита Иннокентия Вениаминова, нашего родного святого. Новая культурно-просветительская площадка наполнит себя множеством направлений, от духовно-патриотического воспитания до научно-практической работы. Команда центра уже насчитывает около десятка учителей и педагогов. К сотрудничеству будут приглашаться специалисты из Якутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Храм культуры в храме веры будет способствовать консолидации общества и его духовного просветления. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. И теперь о погоде. В столице в эти выходные она ожидается жаркая. По данным Гидрометцентра, в субботу температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов по Цельсию. Однако не исключены переменные осадки и облачность. Ветер всего 1 метр в секунду, ночью плюс 16, плюс 17 градусов.
Однако наш регион слишком большой по территории. И тогда как в столице установилась знойная жара, в селе Походск Нижнеколымского района сегодня выпал снег. На этом пока все. До встречи в следующем часе.